Нашумевшая история с Турцией. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, зачем Кыргызстану и Таджикистану байрактары. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Кыргызстан заявляет, что Турция передала Таджикистану байрактары. Несмотря на просьбы кыргызской стороны не делать этого. В Минобороны Таджикистана эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Информацию о закупке со стороны Таджикистана байрактаров обсуждалась 27 апреля на заседании Жагарку-Кенеша, где депутаты рассматривали кандидатуру Жээнбека Кулубаева для назначения министров иностранных дел Кыргызстана. Депутаты в частности спросили его, правда ли, что Турция направила военные беспилотные байрактары Таджикистану. Мы тоже получили эту информацию и дали поручение послу и другим органам изучить данные, но мы ранее просили Турцию пока не предоставлять военную технику соседней стране из-за нерешенных проблем. Но они ответили, что это бизнес, ответил Кулубаев. Так это правда или у вас нет данных? Переспросил депутат, который задавал вопрос. Пока правда, но мы выясняем, сколько байрактаров было приобретено и на какую сумму, отметил Кулубаев. В пресс-службе Минобороны Таджикистана сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Напомним, 21 апреля в Анкаре в рамках встречи глав Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо и Турции Хулуси состоялось подписание рамочного соглашения о военном сотрудничестве между странами. А как вы относитесь к такой ситуации? И что в Кыргызстане напряглись? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Байрактар ТБ-2 в переводе с турецкого «знаменоносец». Турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Они быстрые, легкие, маневренные, ими легко управлять. Байрактар ТБ-2 имеет длину 6,5 метра и размах крыльев 12 метров и может находиться в воздухе более 24 часов, а также развивать скорость до 222 км в час. Максимальная дальность управления старой версии до 150 км, обновленной до 300 км. Он сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. Цена одного комплекта колеблется от 2,5 миллионов до 5 миллионов долларов, а набор из 6 дронов, 2 станций управления, 200 боеприпасов и вспомогательного оборудования предлагается дешевле, чем за 70 миллионов долларов. Эти беспилотники могут уничтожить военную технику противника, например, зенитно-ракетные комплексы типа «Град» или «Бук», танки, целые колонны техники. Один байрактар может нести 2 управляемые противотанковые ракеты или 4 планирующих, корректирующих высокоточных авиабомбы и поразить движимую и недвижимую цель на расстоянии до 8 километров. Именно благодаря их характеристикам эти беспилотники представляют чрезвычайную опасность для армии противника. Байрактары трудно обезвредить, ведь их практически невозможно засечь. По данным СМИ, байрактар ТБ-2 уже использовали при военных конфликтах в Ираке, Сирии, Ливии, Азербайджане, Эфиопии, а также в настоящее время используется в военном конфликте между Украиной и Россией со стороны Киева. Изначально Украина имела около 20 байрактаров, впоследствии турецкая компания согласилась отправить дополнительные. В успешности использования беспилотника в Украине, кстати, у экспертов мнения разделились. Одни сомневались в их успешности применения, полагая, что аппараты быстро собьют российские ПВО, но другие считают, что ТБ-2 сыграл важную роль в замедлении вторжения. Байрактар использовался для определения целей, корректировки огня артиллерии, обеспечения поддержки с воздуха. Также отмечается их эффективное использование против бронетанковых колонн. Таджикистан и Кыргызстан укрепляют свои вооруженные силы и готовятся к возможному конфликту из-за нерешенности вопросов по границе, сказал генерал Нуралишо Назаров, бывший заместитель командующего пограничными войсками Таджикистана. Все государства заботятся о своей безопасности, поэтому стороны на основе сотрудничества и взаимной договоренности покупают нужное вооружение. Всем понятно, что творится на таджикско-кыргызской границе. На этой границе раньше конфликты были редкими, а в последнее время они участились и повторяются почти еженедельно, гибнут люди. Поэтому вопросом безопасности нужно заниматься всерьез, говорит генерал Назаров. По его словам, до того, как делимитация и демаркация не будет завершена, сложно ждать мира на границе. Кыргызы никогда не уступят ни метра земли, и мы, в свою очередь, не собираемся идти на уступки, поэтому стороны ко всему готовятся, особенно пограничники и вооруженные силы, так как до 100% делимитации и демаркации конфликты еще обязательно будут, отметил Назаров. А как вы относитесь к такой закупке хорошей техники? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.